Сегодня я пригласила к вам руководителя HR-проектов аптечной сети Монастырев РФ Диляра Турлина. Давайте поприветствуем. Она расскажет про... Всем привет! Вы думаете, кто я и зачем я вам тут что-то рассказываю? Но просто я поймала себя на мысли, что если бы там 8-9 лет назад мне сказали, подсветили эту историю, что карьеру можно начинать еще будучи студентом, и это абсолютно нормальная и нужная практика, то я была бы очень благодарна. Поэтому сегодня я хотела бы вам подсветить такие важные моменты, которые кажутся, что это абсолютно не нужно и не актуально, но в целом через какое-то время, я думаю, вы все сталкиваетесь с такой мыслью, что как мне найти работу, если у меня нет опыта? Меня не берут, потому что у меня нет опыта. А как найти этот опыт, если у меня нет опыта? Это какой-то такой круговорот, и кажется, его поломать очень сложно. То в целом я могу сказать, что на работу вас берут не за опыт в первую очередь, а за ваши навыки, амбиции и за ваши желания и очень гибкий и нужный ум. То есть вы всегда об этом помните. Я в HR уже 8 лет, я активно, ежедневно подбираю персонал, и сегодня, если раньше это были люди, специальности там middle management, то сегодня в основном это работа с топ-менеджерами, и я могу вам сказать, что реально можно строить карьеру, и нужно строить карьеру, еще будучи студентами, потому что сегодня конкуренция на рынке труда, она очень высокая. И эта история, я думаю, вы даже сегодня посредством интернета, массовых информаций есть такое мнение, что образование не нужно, и заканчивать университет зачем? Это я могу пойти работать. То я могу сказать, что вам нужно в студенческие годы просто определиться с вашими, наверное, сильными сторонами и с тем, чем вы хотели бы заниматься. Это не обязательно может быть история того, что вы получаете образование сейчас одно, а работать можете другое. Например, это мой личный пример. Я закончила факультет мировой экономики, а работаю с людьми. И это та история, когда я нашла своего работодателя, будучи на конференции. Я выступала на конференции по предметам искусства, и мне сделали оффер и предложили. То есть, поэтому работу можно найти в любое время, в любом месте. Я проработала в таких компаниях, как Сбер, как РЖД, и хотела бы с вами тоже поговорить на эту тему, что вы должны четко понимать, когда вы, появляется вопрос, хочу ли я работать, вы должны четко понимать, зачем вам это. Это может быть, либо вам нужны деньги, это один вектор поиска работы и построения карьеры. Другое, вы хотите получить опыт. Это другой вектор и другие деньги. Самое, что интересно, наверное, я сталкиваюсь ежедневно, что самые заоблачные ожидания это у студентов, когда они без опыта и с желанием зарплаты 150 тысяч рублей. Хочется сказать, спасибо, конечно, я верю в твою уникальность, в твою уверенность, но давай-ка поговорим о том, что ты можешь дать за эти деньги. Поэтому, если вы указываете в резюме такой оклад, уровень ожидания, вы должны четко понимать, а что вы даете, или хотя бы пропишите, что вы умеете, потому что из разряда написать в сопроводительном «я молодой, перспективный, еще запятая, я красивый», спасибо, конечно, но, наверное, в бизнесе нам сегодня это не совсем пригодится, именно в нашем бизнесе. Поэтому здесь вы четко должны отражать вот эту историю, потому что если вам нужны деньги, конечно, сегодня острая нехватка именно позиции курьеров, позиции сборщиков, фактуровщиков, потому что, в принципе, весь ритейл перешел на доставку. Но поднимите руку, кто не пользовался доставкой. Таких очень всего лишь не совсем небольшой мизерный процент. Поэтому складывают, собирают, доставляют, это все делают люди. Поэтому если вам нужны деньги в рамках ритейла, данная история, она очень сегодня быстро окупается, и достаточно очень стартовые, хорошие деньги можно иметь в рамках, уже не имея опыта и знаний. А вторая история того, что если вы понимаете, что вы хотите развиваться уже, выстраивать четкую карьерную лестницу уже в рамках университета, то я вам здесь очень сильно советую рассматривать стажировки. Причем стажировки есть сегодня на студентов большая охота, потому что рынок труда, он очень сильно обмельчал. И компаниям быстрее, эффективнее, лучше научить студента и его уже привить к тем корпоративным целям, к культуре, нежели переучивать какого-то уже специалиста. Поэтому ловля студентов, она очень, в крупных компаниях, это, не то что must-have, это одна из первых и главных стратегий в рамках управления персоналом. Здесь выходят две истории. Есть стажировки оплачиваемые, а есть неоплачиваемые. И в этих историях вы должны тоже четко понимать, как вы можете совмещать работу и ту же самую практику с учебой.
потому что все-таки, как бы мы сегодня, опять же, не говорили, что диплом это не важно, все-таки наличие диплома, ну, в некоторых компаниях, у меня в одной из компаний было четкое правило, иметь, чтобы у любого сотрудника было наличие высшего образования. То есть вы можете столкнуться с разными историями, и желательно, если вы уже там перешли экватор, то эту историю не бросать, потому что даже уже в рамках IT-направления, ну, наличие диплома, ну, тоже немножко дает свой вектор и каким-то образом упрощает поиск работы. В рамках стажировок сейчас я промониторила историю, если там, в банковском секторе, во всех крупных банках есть стажировки. Вы прям мониторьте, потому что сегодня начало учебного года, и вы таким образом, у них есть прям там календарь стажировок, вы просмотрите, потому что, это реально очень классная, даже если это будет там двухнедельная стажировка, это очень красивая и классная строчка в вашем будущем резюме. Второй момент, это очень классный опыт поработать с крутыми профессионалами и получается практическую историю, то, что вы можете применить в своей, там, например, научной деятельности, написав курсовую или там дипломный проект или таким образом. Поэтому стажировки отслеживайте обязательно. Ну и, конечно же, после каждой стажировки вам могут уже предложить оплачиваемую историю. Но здесь вы четко должны понимать, что если вы приходите с практикантом, что давайте без ожиданий, что вам не будут давать супер классные проекты, и у некоторых, я как, не знаю, там, на побегушках. Нет, понятно, что вы этот уровень ответственности будете заслуживать. Никто вам, потому что для бизнеса любая ошибка – это деньги. И это все монетизируется, если вам кажется, что эта ошибка не влияет, но в любом случае это время. Время ваше, а время того специалиста, оно намного дороже. Если брать, например, там, стоимость часа, то это все выводится в достаточно круглые суммы для крупных федеральных сетей и компаний. Поэтому уровень ответственности его нужно будет заслуживать. И здесь, опять же, в первую очередь, нужно понимать, что вам будет в первую очередь платить не за ваш, опять же, опыт, а за ваши навыки. И сегодня в рамках, например, в рамках управления персоналом и в рамках там, стратегических сессий работы с топ-персоналом, мы понимаем, что сегодня, если там еще, наверное, 5-7 лет назад мы с топ-персоналом ставили стратегии там 20-30, 20-20, на 10-20 лет, то сегодня, после пандемии, данная история, она потеряла свою значимость, и максимум сегодня стратегии строятся там на год, либо 1,5 года. А сегодня даже крупные компании, особенно там Food Retail, там X5, они вообще пересматривают стратегию своих развития на полгода. И то есть каким образом, вы понимаете, скорость она меняется. Поэтому самое главное, одна из самых главных навыков, это первое, это адаптивность. А в рамках именно молодых людей, студентов, с адаптивностью все прекрасно. Поэтому в этом плане вы здесь очень сильно выделяетесь от других людей. Вторая навык, который очень сильно ценится, это, конечно же, саморазвитие, потому что сегодня навыки, они очень теряют быстро актуальность, и постоянно нужно держать руку на пульсе и отслеживать все тенденции в рамках своей отрасли. Поэтому здесь, мой вам такой совет: отслеживать, подписываться на различного рода профессиональные форумы, каналы, чтобы вы отслеживали, были в курсе и понимали, о чем говорит ваша отрасль, и разговаривать с ними на одном языке. И третий навык – это эмоциональный интеллект. Сегодня о нем очень много говорят, и поэтому сегодня это очень важный и нужный навык, который абсолютно развиваемый. Поэтому эту историю тоже знаю, что в крупных вузах стали активно педалировать и развивать, поэтому как раз именно вы, как люди нового, молодого поколения, сможете это очень быстро на себе опробировать, и таким образом вы сильно повышаете свою значимость и свою, если будет грубо говоря сказано, стоимость на рынке труда. Поэтому мой вам совет, если вы планируете эту историю, и чтобы там в рамках уже окончания вуза у вас не было, а что мне писать в резюме, вот эта история с практиками, выбирайте очень качественно в рамках практик, куда вы пойдете, пробуйте идти на стажировки, потому что это очень, это ваш опыт, а практический опыт, он всегда намного ценнее, чем теоретический. Я не говорю тот процесс, что если вы там не будете ходить на стажировки, практики и не будете иметь практический опыт, вас никто не возьмет. Нет, это абсолютный
это абсолютно стереотип, но с наличием практики стажировок вам будет работа найти намного-намного легче. Поэтому уже другой вопрос, как это делать, как пройти конкурс, как составить резюме, как написать сопроводительное письмо, как пройти собеседование. Это уже другие этапы, потому что в первую очередь вам нужно понимать, а зачем вам это и куда вы хотите, потому что это очень важная ценность, и как раз во время студенческих лет вы можете попробовать себя в разных отраслях, в разных направлениях и не терять потом, да, потому что у меня бывают такие кандидаты, которые рассказывают, ну, я там себя 10 лет искал, он попробовал там, сям, в третьем, десятом, да, это классно, но он говорит, что вот я там спустя 10 лет я нашел себя и хотел чуть здесь развиваться, то есть вы можете этот гэп, этот сократить это время, уже пробовать и понять, в какой отрасли или какой спецификой вы бы хотели заниматься в большей степени. Поэтому у вас впереди новый учебный год. Я не знаю, Гульнар, ты можешь там скинуть мой телеграм-канал карьерный, вот, ребята, не знаю, как. Вот, можете задавать вопросы, может, сейчас у вас есть вопросы, готовы ответить. Спасибо. У нас еще сегодня гости, резиденты делового клуба «Акбарс». Давайте тоже поприветствуем. Дамир Сабирзянов и Ирек Хайреддинов. Они тоже хотят нам пару слов сказать. Хайрлы кеш, милләттәшләр. Я Дамир, Ирик, мой друг. Мы резиденты бизнес-клуба «Акбарс». Мы существуем больше 20 лет. В нашем клубе в основном предприниматели родом из Татарстана, из Нижнего Новгорода, в общем, этнические татары, процентов 90, и остальные неравнодушные к ним. Вот. Хотели бы вас поздравить с 1 сентября, с Днем знаний. На самом деле это... У меня вот несколько проектов, и мы взяли за правило отмечать 1 сентября тоже, особенно вот по IT, моему проекту, и по продажам, потому что, как ни крути, человек, он должен учиться всю жизнь, не только в школе и в университете, а так или иначе получать знания на протяжении всей своей жизни, как профессиональные, так и какие-то личностные. Вот. Поэтому я хотел бы вам пожелать учиться хорошо, получить качественное действительно образование, работать постоянно над тем, что вам интересно, над собой, привносить что-то интересное в этот мир, в свою жизнь и вообще всегда двигаться вперед и наполнять эту жизнь яркими красками. В то же время не стоит забывать, как я считаю, о жизненных ценностях, приоритетах, правильно их расставить. Вот. Немножко тоже про свою историю расскажу. Чуть больше года назад я для себя понял, что, к сожалению, вот, живя в Москве, родной язык начал забываться. Поэтому организовал чат, где мы говорим только на татарском языке. Кому интересно, пожалуйста, вступайте. Мы сейчас будем активно его дальше развивать. Аудитория порядка 300 человек. Мы будем устраивать офлайн-встречи, выездные мероприятия. Мы в прошлом году немножко пробовали, классно зашло для молодежи. Там и на лошадках катались, и на квадроциклах, в общем, и на пикники ходили. Вот, пожалуйста, кому интересно, подходите ко мне. Вот, буду рад вас всех туда добавить, чтобы вы тоже принимали там активность, участие активное. Вот. В общем, небольшой подарок от нас. Так, столов, спасибо.
ладно, я что-то